Человека заразились коронавирусом за минувшие сутки и принимаем их о мерах против распространения инфекции. Здравствуйте. Эпидситуация на сегодня, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители республики. На сегодняшний день, по данным медицинских организаций республики, госпитализировано 116 человек. По данным Управления Роспотребнадзора, за сутки выявлено 3211 новых случаев коронавируса. Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев, скорость распространения этой инфекции у большинства людей заболевание протекает все-таки в легком течении. И на сегодняшний день мы видим, что регистрируется увеличение количества выздоровевших лиц. За сутки выздоровело 1233 человека, а накануне было 1115 человек. Это в большей степени обусловлено тем, что люди вакцинируются и имеют иммунитет к данной инфекции, и инфекция протекает в более легком течении. На сегодняшний день первым компонентом привито 80% взрослого населения, ревакцинировано 62% от количества лиц, у кого наступил срок ревакцинации. Напоминаю, что необходимо срочно пройти ревакцинацию, поскольку это дополнительные дозы вакцины, которые человек получает, и это способствует эффективной защите от коронавирусной инфекции. Уважаемые жители республики, в эти дни очень много участились вопросы ваши как раз по лекарственному обеспечению. Да? Хочется сказать, что лекарства от коронавирусной амбулаторным больным выдают бесплатно. Необходимые препараты есть в республике, их закупка в достаточном объеме осуществлена и осуществляется. Медикаменты можно получить в поликлиниках и на дому. Но это все по назначению врача и в зависимости от тяжести состояний и сопутствующих заболеваний. С 27 января в нашем городе, в городе Якутске, работает Центр амбулаторной неотложной помощи для больных острой респираторной вирусной инфекцией. Уважаемые горожане, хочется напомнить, что Центр принимает лиц с симптомами острых респираторных инфекций, температурой тела не выше 38 градусов и с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Если у вас отсутствуют данные симптомы, температура тела в нормальных значений, хочу сказать, что нет необходимости посещения данного центра, только лишь для прохождения экспресс-тестирования. Уважаемые жители республики, просим не подвергать себя высокому риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Берегите себя и своих близких. Спасибо. Это был брифинг по эпидобстановке в Якутии. Ну а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Работа при повышенных нагрузках. За 5 дней столичный центр амбулаторной неотложной помощи для больных ОРВИ принял порядка 8 тысяч человек. Нововведение в ЕГЭ. Какие изменения ждут учащихся в этом году?